Здравствуйте! В эфире программа «Большое интервью», и у нас в гостях советский и российский историк, доктор исторических наук, археолог и исследователь истории Алан Владимир Александрович Кузнецов. Владимир Александрович Кузнецов, доктор исторических наук, советский и российский историк, археолог, специалист по истории Алан. Родился 25 июля 1927 года в городе Пятигорск. В 1949 Владимир Александрович поступает на исторический факультет Пятигорского государственного университета. В первые годы обучения будущий ученый принял участие в археологической экспедиции в Нижнеархызском городище. Это событие навсегда определило круг научных интересов Кузнецова. Заслуженный деятель науки Северо-Остинской АССР и РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Японией и за трудовую доблесть. Владимир Александрович – автор более 15 монографий и 100 научных статей, опубликованных в советских, российских и европейских журналах. Владимир Александрович, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на Осетинской земле. Здравствуйте и вы, и дорогие уважаемые телезрители. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Как вы думаете, почему история не терпит сослагательного наклонения? Я думаю, что, наверное, прежде всего потому, что история является довольно точной наукой, вопреки распространенным и широко популярным представлениям о том, что история легко доступная наука. Это порождает миллионы любителей истории, которые пишут и занимаются историей, пишут о ней, высказывают различные версии, теории и так далее, и так далее. И все это, конечно, очень сильно осложняет работу историка. Я имею в виду историка-профессионала. Масса историков, которые считают, даже имеют дипломы об историческом образовании, не являются историками-профессионалами. Таково мое суждение, может быть, очень суровое и требовательное, но поскольку я сам профессионал, у меня именно такое восприятие истории как точной науки, которая не терпит никакого отступления от научной истины. Единственный критерий работы историка-профессионала – это установление научной истины. Без каких-либо отклонений вправо или влево, и вольных или невольных, но не научных интерпретаций. К сожалению, существующая историография, огромная историография, это целые библиотеки, если взять историографию хотя бы, нашу отечественную. Она содержит очень много околонаучной, но по существу не научной, а околонаучной параистории. А как вы думаете, почему так происходит? Почему очень много таких околонаучных работ и околонаучных таких псевдоисториков? Потому что история, наука самая популярная. Популярные науки я не вижу, может быть, литература еще. Филология, может быть, языкознание, может быть, еще. Это тоже точные, особенно языкознание. Чрезвычайно точная наука. Популярность. Это причина. В одном из ваших интервью вы признались, что в юности очень любили рисовать пейзажи. И даже после армии колебались, заниматься ли вам дальше историей или все-таки живописью. Но в какой-то момент вы сказали, что нет, сиди, это не твое дело, большим художником ты не станешь, но вы все-таки стали большим историком. Вы никогда не жалели, что не продолжили заниматься живописью? Вы задали интересный вопрос. Да, действительно, я, когда был молодым человеком, я был художником, художничал.
Но я не был, конечно, художником по настоящем смысле. Я был таким же дилетантом в живописи и любителем, как многие параисторики, а я был параживописец. Больше ничего. Ну, я научился масляными красками мазать. Но это не было настоящее искусство. А мне хотелось, я увлекался историей живописи. У меня большая библиотека была на эту тему. Я многое уже постиг, хотя я был очень молодым человеком. И я понимал, что по-настоящему искусство – это живопись, настоящая, классическая, мировая живопись требует огромного таланта. Я осознавал, что во мне такого таланта нет. Объективно относился прежде всего требовательно к самому себе. Это меня научило самокритике, объективной самокритике. И меня предохранило потом впоследствии на моем жизненном пути от некоторых тяжких и, может быть, не таких уж тяжких, но ошибок. Результатом всего этого вышло то, что я осознал достаточно четко, а мне было всего как немного больше 20 лет. 20 лет. Я сразу после армии, когда мне было 20 лет, я уже демобилизовался из армии в 1947 году. Вот. И у меня возник вопрос, кем быть, когда я приехал домой, минеральные воды, куда идти, кем становиться, чего хотеть и добиваться. Но у меня тогда была еще эта идея художником, живописцем. Но потом, когда я нашел в себе силы признать, что я недостаточно для этого талантлив, я отказался от этой мысли, что я не желаю быть мазилой. Мазил хватает и без меня, и мне туда лучше не соваться. Но тогда я решил стать искусствоведом, быть искусствоведом по живописи, чтобы мои знания и моя библиотека, которую я собрал, мне пригодились бы. Но потом оказалось, что стать искусствоведом можно только через Московский и Ленинградский университеты, потому что только в их структуре были кафедры искусствознания. Для этого надо было ехать в Москву или Петербург, а у меня не было таких материальных возможностей, чтобы выехать на 5 лет либо в этот город, либо в тот. И я был вынужден искать какой-то компромиссный вариант. И я его нашел в Пятигорске, рядом с минеральными водами. Там в пединституте был исторический факультет. Это ближе всего было по моим интересам. И я поступил там, на исторический факультет. Ну, с мыслью о том, что я, когда стану историком, я все равно буду историком искусства, живописи. Но потом я и эту идею отклонил и запретил для самого себя. Нет, я буду становиться не узким историком живописи, а я буду становиться историком гражданским, общим гражданским историком, историком Отечества. Таким я и стал, кончив с отличием, с красным дипломом и рекомендацией в аспирантуру этот институт, ИСФАК. Последние 2 года моей учебы в Пятигорском пединституте я был сталинским стипендиатом. Тогда была такая стипендия, 500 рублей в месяц, студенческая. Это ставка крупного инженера
производственника. Больше, чем зарплата рядовых сотрудников. Да, таких. да. Представляете, вот в эти так называемые жестокие сталинские, бериевские времена существовало такое отношение. Вот, мы не только бесплатно учились, нас государство бесплатно обучало, оно нам платило стипендии за то, что мы учимся. Сейчас наоборот. Надо платить, чтобы учиться, и хорошо платить. А тогда было все наоборот. И я получал вот эту крупную сталинскую стипендию в размере 500 рублей в месяц, то есть ставку крупного инженера. Моя мама работала в аптеке, она получала 170 рублей, а я 500. Вот так. А вы как-то сказали, что в Нижнем Архизе вы нашли нас, осетин, нашли свое признание. Вот почему именно Нижний Архиз стал для вас местом силы? Это тоже хороший вопрос. Спасибо вам за хорошие вопросы. Мне интересно на них отвечать. Дело в том, что когда я был еще студентом этого института, в 1952 году, один из наших преподавателей, грек по национальности, Акритас Панайот Георгиевич, объявил летом 1952 года, когда наступили летние каникулы, объявил набор студентов, желающих участвовать в археологической экспедиции на Большой Зеленчук. И я записался. Я был любознательным, и любознательность для меня это, можно сказать, в этом смысле все равно, что, понимаете, бутылка водки для алкоголика. Для меня это водка мне абсолютно не нужна. А мне зато жадно нужно знание. Это меня тянуло к знанию. Я записался в эту экспедицию. Ну, поеду, посмотрю, что это такое. Вот так я попал с десантом Акритасом. Нас было 8 студентов, и он. Так я попал на Большой Зеленчук, в Нижний Архиз. Первый раз. Почему Акритас грек, сам по национальности, Акритас в переводе на русский язык означает «пограничник». Акритас происходил из восточных греков, пограничной зоне с мусульманским миром. Вот, он оттуда родом. Поэтому его тянуло вот к этим памятникам. Потому что в Нижнем Архизе, во-первых, руины большого древнего города длиной 3,5 километра по правому берегу реки Большой Зеленчук. А на руинах этого города стоят 3 целых трехапсидных купольных храма каменных, сохранившихся от X века. От X века. Когда приезжаешь туда, и я когда впервые попал на него, меня сразу же поразило. Город был полностью разрушен и превращен в руины. Понимаете, все, ни одного здания не уцелело, даже оборонительных стен. А храмы стоят. А храмы стоят целые. В чем дело? Почему так получилось? Для меня эта загадка существует еще до сих пор. Наверное, все-таки, ну как вам сказать, попросту сказать, Бог, наверное, есть, Всевышний есть, и Он знает, что можно разрушать человеку безнаказанно, а что нельзя трогать. И даже враги, которые громили этот город и разрушили, стерли с лица земли, не тронули эти 3 храма. И они стояли целые, в целом виде, как было в X веке. Ну, естественно, они обветшали. Вот. Это было потрясающе. Когда я ходил по руинам этого города, я чувствовал себя, словно я
в Помпеях. Понимаете, улицы видны, переулки видны, проулки, отдельные усадьбы, крепостные стены видны, улицы видны. Там 3 улицы, которые тянутся вдоль города. И я им дал тогда же уже, в 1952 году, студентам, я им дал название каждой улицы. Одна улица Подгорная, другая Центральная, а третья Набережная, вдоль берега реки. Ну вот, в целом меня эта поездка 1952 года очень заинтересовала, и я увлекся этим объектом, увлекся на всю жизнь. Там моя 2-я родина в Нижнем Архизе. 3-я, нет, 2-я родина у меня я в Осетии, а в Нижнем Архизе 3-я моя родина. Даже я жену себе там нашел, Марию Васильевну Любченко, которая была кубанской казачкой, красивой, молодой, 18-летней девочкой, и она стала моей женой. Вот так. И это 52 год, вот эта экспедиция с Панайотом Георгиевичем Акритасом определила не только мои дальнейшие внутренние интересы, но и дальнейшую жизненную судьбу, течение моей судьбы. По возвращении в Пятигорск я, естественно, начал всем историкам, которые у нас в институте работали, вот, задавать вопрос, чье это городище? Кто оставил этот город с 3 храмами? Мне сказал кто-то, скорее всего, Сердобольская, доцент Сердобольская. Видимо, она сказала мне, что это аланское городище. Но, естественно, у меня возник вопрос, а кто такие аланы? Откуда они взялись? Что за народ? Мне пояснили, это предки осетины, это осетины, аланы. А кто такие осетины? Возник вопрос. А чем они известны? А почему они этот город построили? А что это за храмы? Для чего им это храмы? Они что, христиане? Нет, они осетины. Они не христиане. А почему тогда там 3 храма? Возникла масса разных вопросов. Вплоть до того, кто такой народ, о котором говорят, что они аланы, предки осетин нынешних, современных. Отсюда у меня возник пожизненный вопрос и интерес и к аланам, и к осетинам. И я в результате, вот перед вами сидящий, стал доктором наук и специалистом по алано-осетинской тематике вот с тех самых пор. Вот так и по сей день. Владимир Александрович, вы неоднократно об этом и писали, и говорили, но вы считаете, что падение Нижнего Архиза – это национальная катастрофа для осетинского народа. Вот почему вы так думаете? Знаете, это очень большой, сложный вопрос, который требовал бы большого времени, в котором мы не располагаем. Поэтому я буду краток, но надеюсь, что и не только вы, но и уважаемые наши зрители и слушатели нас поймут. Я попытаюсь популярно объяснить. Дело в том, что, очевидно, и судя по всему, Нижнеархизское городище было центром Западной Алании. Дело в том, что Алания была раннефеодальной государственностью, очень большой по размерам, по территории. От реки Большая Аллаба на западе до реки Сунжа и Северного Дагестана на востоке. Это порядка 400-500 километров с запада на восток. По временам раннего Средневековья это была очень крупная государственность, которая
практически в наше время стерто временем и забыто. Нам приходится сейчас это все поднимать, эти пласты поднимать из небытия и возрождать, чем я и занимаюсь всю жизнь. Потому что, я не могу иначе. Я не могу иначе. Когда я вижу, что это до сих пор не познано, я стараюсь это ввести в научный оборот, сделать истиной, исторической истиной. А это поднимает одновременно и алано-осетинскую проблему. В настоящее время Осетия маленькая страна, а осетины небольшой народ. Около 800 тысяч человек, что-то примерно так. Вот. Но дело-то не в количестве, а в качестве. В качестве исторического материала, который нам дает это Алания как государственность и народ ее творец. А это алано-осетины. И вот таким образом сама судьба вела меня в ваши объятия. И таким образом я и стал алановедом, осетиноведом. И им являюсь по сей день, о чем не жалею. А вы спрашиваете меня о катастрофе. Почему я так выразился? Потому что вот та Алания, которую я упомянул выше, от Большой Лабы до Сунжи 450-500 километров примерно в длину с запада на восток, которая была огромной государственностью и довольно сильной, но это все в настоящее время, повторяю, стерто и малоизвестно, мало кому известно. Поскольку я специалист, мне-то это видно, а остальным не видно. Моя задача довести до общего сведения. Осетинский народ должен знать свою подлинную, неискаженную историю, подлинную историю свою. И я хочу, чтобы он знал, что ее предки осетинского народа имели вот эту государственность протяженностью от Большой Лабы до Сунжи. Поэтому, но эта территория не могла быть монолитной в те времена. Времена были крайней раздробленности. Возьмите Древнюю Русь. Древнюю Руси монолитной тогда не было и в помине. Это было конгломерат древнерусских княжеств. Каких только княжеств там не было. И Рязанское, там, и Московское, там, и Владимирское, там, и Ярославское, и Смоленское, и каких только княжеств не было. И они между собой грызлись и воевали. Вот чем занимались. Примерно в таком же состоянии находилась и Алания того времени. Она не была каким-то монолитом, вот таким 500-километровым. Это зона расселения аланского, этническая территория, а не политическая история. А в политическом отношении это был такой же конгломерат, как Древняя Русь. И те же княжества, которые находились на территории средневековой Алании, вероятнее всего, таким же образом занимались междуусобными склоками и борьбой, как на Руси. Это и в Европе западной характерно, и там же то же самое происходило. Это всеобщий исторический процесс, одинаковый для всех, в том числе и для вас, для вашего народа. Но в этническом плане вот территория расселения Сармата-Алан, предки Алан – это сарматы, вы знаете об этом, конечно. Вот, сарматы, древние иранцы. Вы наследники великого древнеиранского мира, великого мира древнего иранства. Поэтому у вас такая насыщенная и интересная, я бы сказал, даже яркая национальная история, которой вы гордитесь и по закону.
закономерно, совершенно. Это не национализм со стороны осетинского народа. Это его самовыражение, которое он высказывает по праву. Оно научно, вполне проверяемо и доказуемо. Это не злоупотребление, это не национализм. Вот так. Ну, а дело в том, что Алания достигла пика своего развития и экономического, и социального, и культурного в XI веке. В это время Нижний Архыз, а я на нем вел 20 лет раскопки в Нижнем Архизе. Я раскопал там целые кварталы с жилищами, целые усадьбы. Нижний Архыз в XI веке достиг пика своего развития. Вторая половина XI века особенно это время правления Алании аланским царем Дургулелем Великим. Вторая половина XI века. При Дургулеле Великом, который назван Великим в грузинской хронике Картис Цхабреба. Наверное, Картис Цхабреба не случайно назвала Дургулеля Великим. Он действительно был велик, потому что он находился в династических связях с правящими дворами, как Византии в Константинополе, так и Грузии в Тифлисе. Он имел самые непосредственные династические связи с самыми оплотом православия. Византия – это оплот православия, православного христианства. Но после того, как Дургулей умер, начиная с XII века, Алания погрузилась в состояние феодальной раздробленности, и вновь началась вот та же самая петрушка, которая происходила до Дургулеля. Внутри феодальная борьба, соперничество там и прочее, борьба за землю и так далее. И Алания была раздроблена, и политически она была ослаблена. И она была бессильна перед вторжением тюрок. Тюрки до этого появлялись, но отдельными небольшими группами попадали на территорию Алании. На территории Алании тюрки тоже находились. Они принимали участие в аланских войсках. Видимо, тюркские дружины, воины тюркского происхождения в аланских войсках принимали участие на стороне алан. Они воевали на стороне алан, принимали очень активное участие, и тюрки давно находились на территории Алании, но не имели своих политических образований, каких-то княжеств. Они просто служили. Они находились на военной службе у аланских царей. Видимо, своими отдельными дружинами воинскими. Но они находились. А вот начиная с XII века начался период массовой миграции тюрок в Аланию. Дело в том, что для них, для тюрок, территория Алании была лакомым кусочком. Они очень хотели овладеть территорией Алании. Почему лакомый кусочек? Да потому что Алания находилась во всю 400 километров с запада на восток. Это весь центр Кавказа. Понимаете, вся центральная часть Северного Кавказа и Предкавказья и горных хребтов находилась под контролем алано-осетин, но в XI веке
после смерти Тургулеля Великого все это распалось на феодальное княжество, потеряло единство, потеряло политическую власть, которая была при Тургулеле Великом. Он потому и был великим, что объединил, он объединитель. А тут пришли на смену раздробители вместо объединителя. И Алания под давлением тюрок рухнула. Тюрки оказались сильнее, и они всю территорию Западной Алании завоевали. А для алан потеря Западной Алании, я считаю, была национальной трагедией и катастрофой политического характера и экономического характера. Это была политическая катастрофа, после чего алано-осетины уже не оправились. Они не смогли вернуть себе Западную Аланию. Ее заняли тюрки. Сейчас это балкарцы и карачаевцы. Вот. Они заняли территорию Западной Алании, остатки, а Западная Алания была дегороязычной. Это нам известно. Ну, считается, что там много спорного. Но я все-таки полагаю, что Василий Иванович Абаев и многие другие, которые были с ним согласны, даже на уровне мировой науки, это установлено, дегороязычие Западной Алании. Вот. Василий Иванович Абаев был абсолютно прав, когда говорил о том, что Западная Алания была дегороязычной. От дегороязычной Алании осталось только ущелье реки Урух, то есть Дегорское ущелье нынешнее. А это жалкий обломок того, что было. Вы представляете, какая территория была утрачена, а какая оставлена, осталась за осетинами ущелье реки Урух. Вот это и дало мне основание говорить о том, что произошла национальная трагедия и катастрофа, невозвратимая уже, которая не может быть исправлена и даже отвоевана не может быть. Это именно масштаб национальной катастрофы. Вот таково мое объяснение этого явления. Вызывает у меня особое восхищение осетинами как нации. Это удивительная стойкость вашего народа, удивительная стойкость и выживаемость вашего народа. Смотрите, в XII веке они потерпели катастрофу, потеряв Западную Аланию, потеряв всю дегороязычную территорию, которой они владели. А после этого, это в XII веке, через 100 лет после той катастрофы, татаро-монгольское нашествие, еще более страшная беда обрушилась на них. И они выстояли. Ваши предки замечательны тем, что они сумели в атмосфере таких двух национальных катастроф, как первая тюркская и вторая татаро-монгольская, сумели не только выстоять, сохранить себя, но и сохранили полностью и свой язык, и свои богов, свою религию сумели сохранить. Большой кусок своей территории сумели сохранить. Все сумели сохранить, сумели. Язык, культуру, религию, святилище, ну все, что было нажито вами за предшествующую историю, ваш народ сумел сохранить. Показал очень высокий уровень стойкости и выживаемости в невероятно трудных условиях, когда другие народы исчезали и стирались с карты, исторической карты.
осетины выстояли. За это они заслуживают глубочайшего уважения, которым я могу гордиться и горжусь вашим народом, поскольку я им занимаюсь все-таки. Я имею право гордиться и вашим народом тоже. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Раз уж вы сказали о Василии Ивановиче Абаеве, Да. вы были с ним знакомы, и мы все прекрасно понимаем, что это за патриарх осетинской науки, но какой он был как человек? Василий Иванович Абаев один из очень немногих людей, 3-4 буквально, которые оказали на меня и на мое формирование как личности, и не только ученого. Он оказал на меня огромное влияние своими трудами и как человек, Василий Иванович Абаев. Такое влияние испытывал в своей жизни, может, от 3-4 человек, в том числе один из них – Васо Абаев. Я лично был знаком с ним. А знакомство наше началось как? Оно исключительным образом характеризует Василия Ивановича Абаева как выдающегося человека. Вот после того, как я вернулся из Нижнего Архиза обратно в Пятигорск и продолжил свою студенческую жизнь, вернувшись оттуда, я пришел к выводу о том, что мне надо почитать какую-нибудь литературу об осетинах. Когда я попросил что-нибудь, мне предложили библиотекари книгу Абаева, которая называется «Осетинский язык и фольклор». Она издана в 1949 году, а дело происходило в 1952. Я взял эту книгу библиотечную и прочитал дома одним залпом, как роман. А она научная, она популярная. Но величие Абаева, одно из величий Абаева, состоит в том, что он умел гениально писать об очень сложном, очень просто. Вот такой редкий дар был дан этому человеку прямо от Бога, понимаете? Вот так писать о сложнейших проблемах языковой языка, истории осетинского языка, и в то же время так просто и доступно, что я ее прочитал насквозь вот такую толстую. Она меня привела в восхищение, она меня просто потрясла, мое воображение. И я взял и написал письмо Василию Ивановичу Абаеву. Но я же не знал, где его адреса. Василию Ивановичу Абаеву, Москва, Институт языкознания Академии наук, все равно, что на деревню дедушки. И послал. Прошел месяц примерно, может быть, да, и 2. Никакого ответа нет. Ну, я понял так, что письмо просто не дошло, оно безадресное. И вдруг получаю из Москвы толстую бандероль. Раскрываю ее, а в ней книга Абаев «Осетинский язык и фольклор». А в ней автограф Абаева В.А. Кузнецову на память от автора. Вот судьбе было угодно, чтобы мое письмо до него дошло, хоть и безадресно. А он ответил, значит, он мной заинтересовался. У него какой-то интерес возник, хотя он меня и в глаза не видел. Но он понял по моему письму, по характеру моего письма, он понял, что я жадно стремлюсь к этому знанию. Он это оценил, в этом его величие. Понимаете? Он это оценил
и оценил очень высоко, послав мне эту свою книгу. Она у меня до сих пор стоит на полке на почетном месте. Ну и, конечно, я ему ответил на это, уже имея его адрес, я ответил ему на институт, поблагодарил его. Ну, наверное, поблагодарил как-то так, что опять у него какой-то ко мне интерес проявился. У нас установилась переписка даже с тех пор с Васуабаевым. Вот. И он сыграл огромную роль в том, что меня заинтересовала алано-осетинская проблема. Уже со времени Василия Ивановича, когда мы познакомились с ним, я иным путем пойти уже и не мог. Я находился под влиянием его колоссальной личности. Вот так я бы сказал. Вот. И нахожусь до сих пор. И не стремлюсь от этого влияния освободиться. Оно благотворно. Хотя он умер давно, его нет в живых, но память о нем жива во мне, и я во всем являюсь не только аланистом, но и абаевцем, восприемником его научных идей. Я полностью присоединяюсь к тому концепту научному, который был выработан Василием Ивановичем относительно его родного народа осетин. Осетин – потомки великого, исчезнувшего навсегда древнего мира иранства, во-первых. Они унаследовали многие традиции этого древнего иранства. И, конкретно говоря, они наследники прямые сарматского народа, тоже народа большого, яркого и интересного народа алан, давших сегодняшних осетин, потомков алан. Эта концепция Василия Ивановича Абаева остается в полной силе и сегодня, и в научном плане. Она не устарела. Она гениальна, потому что она постоянно получает подтверждение на уровне мировой науки. Мне бы хотелось затронуть такую тему, она очень деликатная, но почему ряд автохтонных народов Кавказа все-таки считает себя предками алан? По этому поводу мы несколько лет тому назад, трое нас, историков, мой коллега Муртазали Гаджиев из Дагестана, доктор исторических наук, мой коллега археолог, порядочный, настоящий ученый, честный человек, борец за правду и за истину. И мой коллега другой, Измаил Магомедович Чеченов, балкарец, такой же честный человек и такой же честный и порядочный ученый, который только за правду. И вот мы втроем написали, Гаджиев, Кузнецов, Чеченов, написали вот такую толстую книгу, которая точное название не могу на память назвать, приблизительно звучит так. Критика современной северокавказской паранауки относительно алано-осетинской проблемы. Вот так примерно. Мы опубликовали вот эту книгу. Она довольно объемная, и там даны подробные, обоснованные ответы на все те вопросы, которые вас сейчас интересуют. Но я кратко скажу так, что история алано-осетинской проблемы настолько является самобытной, яркой и интересной, привлекательной, понимаете, наполненной как и драматизмом, и в то же время величием, успехами, заслуженными комплиментами со стороны читательской публики,
со стороны мировой науки признанными и так далее, что она является соблазнительной. Все народы, которые соседи с нами, такой яркой историей и многогранной, как алано-астинская проблема, в первую очередь не наделены те народы, которые являются кавказскими народами. По Мару эти народы назывались яфетические, яфетиды Кавказа. Им не нравится быть оседлыми и вечно жившими на Кавказе. Осетины не аборигены. Они народ, сформировавшийся в результате внешнего переселения массы Сармата-Алан с северного, из севера вот сюда, в Предкавказье. Понимаете? А кто такие яфетиды? Это прежде всего вайнахи. Вайнахи, дагестанцы. Они тысячелетиями жили в горах. Вот где живут и сейчас. Это их исконнейшая территория. Это территория их формирования, их культуры, и как этносов, их культуры, их экономики, их традиций и так далее, привычного образа жизни и их языков. А им такими быть не хочется. Им хочется иметь более интересную историю, более богатую и яркую. А она у осетин, у соседей. Моя точка зрения изложена. И она, между прочим, в настоящее время, вот в этом уже году, получает, я вижу, получает какое-то признание, например, среди научной интеллигенции Дагестана. В Дагестане происходили в этом году, в мае месяце, происходили крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. И вот мои земляки оттуда, которые там, я туда не присутствовал, не ездил, потому что вот я колясочник, я не могу туда ехать. Здоровье меня ограничивает. Но мои коллеги привезли мне из Махачкалы медаль, специальная, выбитую медаль, на которой написано «За вклад в археологию Кавказа». Это от дагестанцев, от дагестанских ученых, от дагестанского филиала Академии наук, РАН, Российской Академии наук. Стало быть, несмотря на то, что я их резко критиковал, они признали, они честно признали, дагестанцы признали то, что они действительно заблуждаются, и надо искать выход из положения. И в качестве, так сказать, признания, что ли, или извинения со своей стороны, они мне прислали вот эту медаль памятную, на которой написано «За вклад в археологию Кавказа». От Дагестана. В истории Алан все равно есть очень много таких темных пятен, которые еще предстоит исследовать будущим и современным историкам. Но на что следует обратить внимание в первую очередь, на ваш взгляд? На этот вопрос можно ответить двояко. Подробно, потому что проблем таких много, чем надо срочно заниматься. Одной из таких проблем, которые стоят перед алановедением на ближайшее время, я считаю проблему аланских городов, прежде всего, наверное. По письменным источникам на территории Алании находилось примерно 5 городов. Нам известно даже названия некоторых из них. Ну, например, Дедяков. Известно его название. Известно, он находился на реке
Суюнч, то есть он же на территории нынешней Чечни. Но локализация этого города не решена, потому что письменные источники, как правило, очень и очень скупые, краткие. Они не дают нам в наши руки документальных достоверных данных для того, чтобы могли надежно локализовать, ну, хотя бы реку, на которой стоял этот город. Хотя бы реку. Мы на этой реке тогда бы искали самое крупное городище, подвергли его раскопкам и обнаружили какие-то археологические доказательства. Но у нас в наших руках такой информации нет. Письменные источники нас очень скупы и нас очень ограничивают в наших действиях. Поэтому все городища я назвать не могу. Но вот Дедяков я уже назвал, очевидно, на реке Сунджа. И я могу сказать, что предположительно это может быть городище Алхан-Кала на территории Сунджи, Чечни. Алхан-Кала. Алхан-Кала в чеченской транскрипции это Алан-Кала. То есть Кала – это крепость. Аланская крепость. Такова моя этимология. Может быть, она не научна, я не языковед. Я не могу настаивать, поскольку я не языковед, я историк, археолог. Я не могу настаивать. Но мне так представляется, что это не Алхан-Кала, а в чеченской транскрипции это осетинская Алан-Кала, Аланская крепость. Если это так, мы можем локализовать первое городище Дедяков на Алан-Кале, на реке Сунджа. И в 1318 году был казнен князь русский Михаил Тверской. Вот таким вот образом. А другие городища аланские, ну, например, известное Ал-Масуди, арабскому автору X века, известное в X веке, он пишет прямо: столица Алана называется Магас. Была столица у Алан где-то на Кубани, в верховьях Кубани. В письменных источниках она звучит 3 буквы всего: МКС. М. К. С. Уже даже фонетически восстановить настоящее название этого города невозможно. Мы не знаем, какие буквы стояли там, где точки стоят. Мы не можем придумывать. Сочинять мы не можем, мы не имеем права. А восстановить нет оснований. Поэтому так он и остается анонимным городом. Мы знаем, что это 3-й город. И еще 2 каких-то города где-то находятся, но их названия остаются в забытие. А всего их было по источникам 5. Вероятно, так и было. Много городов не было, потому что для этого надо было быть крупным городищем, стоять на перекрестке дорог. Из них некоторые дороги должны быть торговыми магистралями. В городах должны быть рынки, должна быть торговля, должна быть экономика какая-то. В городах должна быть письменность. Кстати говоря, в Нижнем Архизе это все есть и представлено памятниками. Это бесспорно, абсолютно. В Нижнем Архизе мы имеем письменность на греческом, на тюркском руника, тюркская, греческая письменность и арабская куфическая письменность. В Нижнем Архизе на территории этого городища
3 письменности. Уже это говорит о том, что это город. Значит, там, в этом городе, бывали купцы и тюркского, и арабского происхождения, а не только византийского, греко-византийского. Мои домыслы, мои предположения и версии относительно так называемого аланского лимеса. Что такое лимес? Это римский термин, который обозначал в Древнем Риме систему укреплений крепостей на границе Древнего Рима с варварским миром. А в этом варварском мире присутствовали и сарматские ираноязычные племена, в том числе могли присутствовать и рокс-аланы, и сами аланы. Вступать в контакт с эпохи Великого Переселения, даже еще и до него, уже вступать в контакт с Древним Римом, когда эти самые сарматы-аланы нанимались на военную службу в Римскую империю и в Римскую армию в качестве так называемых ландскнехтов, то есть воинов за плату, Наемников, да. наемных солдат. И эти наемные солдаты сармато-аланского происхождения, как правило, они не составляли пехоты, они составляли всегда конницу. Они были конными воинами, и они постоянно отличались в этих сражениях своей храбростью и одерживали победу за победой. И за это римляне их очень уважали. И аланам даже разрешалось носить римское платье за их военные заслуги, понимаете? Вот. Так что аланы не ударили, так сказать, в грязь лицом и не потеряли своей военной славы и доблести на службе Риму в V веке. Хотя гунны и прочие тюркские кочевники, варвары, выходцы с нашей же территории, только востока, Зауралье, Прикаспий, Поволжье, вот эти районы, их обитания, хотя они тоже были воины, тюркские конные дружины, не уступали аланским ни в доблести, ни в храбрости. На территории центрального Предкавказья, в бассейне таких рек, как Кура, Кума, Подкумок и другие наши реки на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, ну, Терек, естественно, главная речная артерия, Терек и прочие реки этого региона, они позволяют устроить ряд земляных городищ, крепостей по берегам, по возвышенным берегам этих рек. То есть, с одной стороны, с фасадной стороны городище имеет перед собой труднодоступную реку с быстрым течением для противника. Уже естественная преграда, очень сильная. А с другой стороны, очень высокий, иногда 10-метровый правый берег возвышенный, таких рек, как Терек и Кума. Вот. Там устраивать земляные крепости с валами и рвами искусственными. И вот некоторые городища, которые аланское население поустраивало по берегам этих рек, были укреплены такими глубокими рвами, глубиной до 17 метров, и такими большими высокими земляными валами, что тот же археолог
Акритас, который я уже упоминал, посещал эти городища, осматривал их и удивлялся. И удивлялся, каким образом вот эти древние люди сумели такую глубину, такую махину земли вынуть, устроить ров такой глубокий, и в то же время эту махину земли перебросить и устроить перед ней вал. Вручную делалось все, никакой техники, не было никаких ни бульдозеров, ни тракторов, ни самосвалов, чтобы это дело как-то механизировать. Все делалось вручную. Гигантские объемы земляных работ были выполнены. Это уже удивляет и заставляет нас искать объяснения, которые мы ищем, но пока не находим. Трудно очень найти этому объяснение. Вот эта проблема остается нерешенной. Аланский лимес, который укреплен вот такими земляными крепостями. Самое большое из них находится на территории Кабардино-Балкарии. Это городище Старый Лескен, в Старом Лескене. Там самые глубокие рвы и самые большие валы. Ну, пожалуй, я вот так мог бы ответить на ваш вопрос относительно городов. Другая огромная проблема, которая возникнет перед моими последующими после меня археологами, алановедами, надеюсь, осетинами по национальности и по квалификации тоже не любителями, дилетантами, а настоящими серьезными учеными-профессионалами, которые добывают истину, научную истину, а не приятную для слуха любителей осетинской истории. Мы не работаем на слух, на приятный слух для всех. Мы работаем на научную истину, доводим ее до вашего пользования. А вы уже относитесь как хотите. Это дело ваше. Но осетины проявляют здравый смысл и большой такт, потому что они четко отличают научную истину о своем народе от фальшивой истины. Кого из своих коллег, тоже исследователей алановедов, именно современных, вы можете порекомендовать для тех, кто тоже интересуется историей Алан? История Алании огромна. Там много можно рекомендовать трудов. И выбрать среди них довольно сложно, потому что настоящих серьезных научных исследований, академических, а не провинциальный дилетантизм и мифотворчество, тоже довольно много, очень много. Но прежде всего я бы рекомендовал назвать, конечно, Василий Иванович Абаев. Это обязательная школа чтения для любого, осетина, который хочет разобраться в своем народе и в себе. Васо Абаев прежде всего. Ну а потом уже Всеволод Федорович Миллер, не могу не назвать. Юлиан Кулаковский, историк-византинист, который 2 превосходнейшие монографии опубликовал об Аланах, по истории Алан. Первая из них называется «Аланы по сведениям классических и византийских источников», а вторая его монография, тоже классическая, называется «Христианство у Алан». Это прежде всего, конечно, Дюмезиль, Жорж Дюмезиль, французский ученый, но он не историк, не археолог, он филолог.
Но его работы, как и работы Абаева, Абаев тоже не археолог, но мы не можем без его публикации обходиться и без его видения всего круга проблем. Они друзья, между прочим, между собой. Абаев и Дюмезиль. Вот. И они оказывали, конечно, влияние друг на друга. Но Дюмезиль, так же, как Абаев, причастен и к историческим проблемам вашего народа. Но я не могу не назвать в круге этих ученых современных некоторых авторов западных. Ну, например, тот же Агустин Алимани, испанский ученый из Барселонского университета, который вот такую вот толстенную монографию подарил нам, которая называется «Аланы по сведениям европейских источников X-XII веков». Прекрасная монография, вам известная. Да. Она известна всей Осетии, всем читателям Осетии, безусловно. Все знают это имя Агустин Алимани. Ну и кроме того, я должен назвать ту монографию, которую мы издали несколько лет тому назад, буквально 3-4 года тому назад, мы издали вместе с моим другом, покойным ректором, бывшим ректором ГСХИ Басаевым, профессором Басаевым Борисом Бештаовичем, мы издали в серии «Алана Кавказская библиотека», а серия состоит из 10 томов. Мы ее издали за 3 года. Мы ее написали и издали за 3 года. 10 томов. Вот такие темпы нашей работы. Мы занимались только этим. В 10 томах находится монография французского исследователя украинского происхождения, нашего земляка, нашего человека, Ярослава Лебединского, монография об аланах в Западной Европе по письменным источникам и археологическим следам. На сегодняшний день это, пожалуй, лучшая монография на эту тему об аланах на Западе в нынешней историографии. Она глубоко научна, глубоко обоснована, очень серьезная, написанная человеком, не имеющего никакого отношения о своей национальной принадлежности. Он гражданин Франции, он родился и всю жизнь живет в Париже. Он француз в то же время. Он и наш человек, он в то же время и француз. Вот. Он гражданин Франции, поэтому верить этому и верить в то, что там никакого субъективизма и фантазирования не будет, можно достоверно, 100% можно верить. Те, кто скептически относится к проблеме пребывания аланского этноса на Западе, в Западной Европе, в эпоху великого переселения народов, они же попали туда вместе с гуннами во время гунского нашествия V века. Вот. Могут не сомневаться в достоверности того, что пишет наш друг Ярослав Лебединский. Я хочу зачитать вам слова известного французского историка Марка Блока. Он говорил следующее. «Кто из историков не мечтал, подобно Улиссу, накормить тени кровью, чтобы они заговорили? Но чудеса Некви теперь уже не в моде, и у нас нет другой машины времени, чем та, что работает в нашем мозгу на сырье, доставляемом прошлыми поколениями». Понятно, каким сырьем пользуются археологи и историки. Но если бы у вас была возможность на машине времени отправиться буквально в любое место и в любую эпоху, то что бы это было за место? Сложный для меня вопрос. Я не могу ответить на него однозначно. Я говорю
честно, по совести. Почему? Потому что в вашем вопросе как бы содержится намек на то, а не хотели бы вы при помощи машины времени попасть в то аланское общество, которое вы изучаете, и увидите его живыми глазами. Я попадаю, я часто нахожусь при помощи моей машины времени там, в этом обществе. Я уже там был много раз, и я видел и знаю, как они жили. Понимаете? Я это знаю и видел. Но я не честно должен признаться, что я не завидую и не хочу при помощи машины времени оказаться там навсегда. На время, чтобы посмотреть, а потом описать и рассказать вам всем, моим слушателям, моим зрителям, слушателям. Это одно. А другое, остаться там, жить навсегда, я бы не согласился. Человеку современному, современной культуры, современного уровня цивилизации, европейского уровня, оказаться там, в Средневековье, ну, скажем, в том 50 веке, эта проблема сразу же возникнет, проблема выживания. Нам там выжить, мне, было бы невозможно. Я бы там не выжил, потому что там были совершенно иные и очень суровые условия жизни. Аланам приходилось прилагать такие усилия, чтобы сохранить себя, свою семью, своих детей и свою нацию, свою язык и культуру, что нам и во сне не снилось. Понимаете? То, что мы имеем сейчас, да мы живем в райское время. Мы живем с вами в вот таких благоустроенных городах, с такой великолепной современной техникой, с такой информатикой, которая позволяет говорить без проводов. Я могу по моему мобильному телефону говорить с Китаем. Я говорил с Пекином по моему мобильному телефону, такому, какой и у вас. Вот чудеса какие. Мы дожили до такого времени, о котором мне, когда я был молодым человеком, и не снилось, я никогда не ожидал, что при мне человек выйдет в космос. Или человек уже много раз посетит Луну. Американцы на поверхности Луны побывали уже 26 раз. А мы ни разу до сих пор, А они 26 раз. Американцы посылают на Марс, готовят марсианскую экспедицию, людей, астронавтов готовят. А марсоход на Марсе высадился уже давно, несколько лет назад. И оттуда посылает фотографии Земли, которая вот такой маленький-маленький шарик, звезда на небосклоне. Одна из звезд мы, Земля. Вот что такое современная цивилизация. Это время чудес, которые происходят на наших глазах. И мы живем это время. Поэтому наше время с временем Алании и Алан несравнимо. Там не было никакого золотого века, когда его некоторые авторы в Осетии, очень увлекающиеся авторы, занимаются фантастикой, наукообразной фантастикой, и воссоздают такие картины из жизни Алан, которых не было в действительности, как не было никакого золотого века.
Меня это, конечно, возмущает. Нельзя так фантазировать, неудержимо фантазировать, безгранично и беспредельно. Всему есть пределы. Ты можешь фантазировать, и я немного фантазирую, когда разрабатываю концепции с какими-то рабочими вариантами, гипотезы. Я представляю какую-то гипотезу, но гипотезу, которая имеет как отправной пункт, так и источники какие-то. Какие-то есть сумма источников, но недостаточно для твердых выводов. Это остается на уровне гипотезы и остается вечно, навечно. Мы не можем эту гипотезу превратить в доказательную истину сразу. Это делается, может быть, веками, прежде чем мы установили, что осетинский является по природе своей иранским языком. Прошло 200 лет от Клопорота и Потоцкого до сегодняшнего дня. 200 лет. 200 лет понадобилось, чтобы даже не выдуманный, не фантастика, а реальный осетинский язык надо было доказать и вывести на уровень индоевропейской языковой семьи и конкретно иранского наследия, великого древнего иранского мира, что он является единственным в мире осколком этого древнего иранского мира, исчезнувшего навсегда. И в этом великая научная и культурная ценность вашего осетинского языка. Вот почему его надо очень беречь, как государственную ценность, материальную государственную ценность. Но на эту тему мы можем отдельно где-нибудь потом поговорить. И пусть на этом мое интервью закончится, и я его хочу закончить теми словами, которые для меня стали традиционными. Все мои выступления я кончаю одним и тем же. Иристон Амаирота Ражма. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Иристон Амаирота Ражма.